Раз. Сразу с микрофоном. Оно не должно быть по идее. Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас в Коми-Республиканском институте развития образования на республиканском семинаре «Муниципальные управленческие механизмы повышения качества образования», который у нас организован в рамках онлайн-школы методиста. Разрешите мне огласить повестку нашего семинара и представить наших докладчиков. Первый вопрос. Муниципальные механизмы управления качеством образования. Перед вами выступит Габова Марина Анатольевна, проректор по научно-методической работе Коми Республиканского института развития образования. Второй вопрос. Методическое сопровождение деятельности дошкольных образовательных организаций. Опыт своей работы представит Эмих Наталья Валерьевна, заведующий отделом дошкольного образования Воркутинского дома учителя. И третий вопрос. Проведение городских предметных недель, в том числе в дистанционной форме. Также опыт своей работы представит Управление образования города Усинск. И перед вами выступит Шарафетдинова Елена Владимировна, заместитель начальника информационно-методического отдела Управления образования муниципального округа Усинск. И первой для приветствия и представления своего материала я даю слово Марине Анатольевне Габовой. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады приветствовать вас в новом 2021 году. Продолжаем нашу совместную работу. И хотелось бы увидеть в чате, из каких именно муниципалитетов вы прибыли к нам сегодня на наш семинар. А не просто увидеть, что вы нас приветствуете. Мы тоже рады всех вас видеть. Так, видим Сыктывкар. Угу. Еще какие муниципалитеты у нас присутствуют? Тут Усинск мы видим, да, конечно. Удара. Замечательно. Угу. Хорошо. Еще кто присутствует у нас сегодня? Из каких муниципалитетов, коллеги? Обозначьтесь, пожалуйста. Воркута, Ухта. Прилузский. Замечательно. То есть достаточно широкий круг участников. И сегодня мы с вами говорим о очень важных вопросах, связанных с муниципальными механизмами управления качеством образования и вообще об управлении качеством образования в нашей республике. Управление качеством образования в регионе – это процесс очень динамичный, и он требует осознания роли каждого из нас, каждого участника образовательных отношений, и всех педагогов, и родителей,
и обучающихся в достижении той цели, которая поставлена нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным в указе от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Эта цель – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, а также воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Мы хотим вам напомнить, что в целях повышения эффективности комплексной системы управления качеством образования в Республике Коми Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми утвердило основной документ, отражающий задачи, методику проведения программных мероприятий, а также целевые индикаторы и показатели. Это региональная программа, назад, пожалуйста, региональная программа по совершенствованию механизмов управления качеством образования в Республике Коми на 2020-2023 годы. Цель программы заключается в повышении эффективности комплексной системы управления качеством образования в Республике Коми. В качестве соисполнителей программы выступают Коми Республиканский институт развития образования, Республиканский информационный центр оценки качества образования, региональный центр Академии юных талантов. А вот в качестве участников программы, в том числе и вы, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, и, конечно же, все образовательные организации. Сегодня мы с вами знаем, что существует на территории Российской Федерации единая система управления качеством образования. Это иерархическая система, она включает в себя единые управленческие механизмы на всех уровнях. На уровне федеральном курирует Министерство просвещения Российской Федерации, на региональном уровне Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, на муниципальном уровне это органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, и на уровне образовательной организации, руководители организации и управленческие команды. И сегодня мы с вами говорим о том, что очень важно, чтобы все эти единые управленческие механизмы, они работали на всех уровнях управления образованием. К этим механизмам относится прежде всего объективная оценка качества подготовки обучающихся на уровне образовательной организации, то есть это проведение всероссийских проверочных работ, республиканских проверочных работ, поскольку это зона ответственности руководителя образовательной организации. Для муниципального и регионального уровней важно, чтобы результаты оценки качества образования подвергались очень такому тщательному анализу и использовались не для наказания, а для помощи учителям, для помощи обучающимся в ликвидации тех дефицитов, которые у них образовались. И вот здесь уже главная роль в реализации данного механизма принадлежит нашему Институту развития образования и Республиканскому информационному центру оценки качества образования. На уровне образовательной организации необходимо выстроить работу с полученными результатами оценки качества образования. И для этого можно применять разнообразные технологии и методики работы как с обучающимися, так и с педагогами. Методическую поддержку и сопровождение педагогов здесь также обеспечивает Институт развития образования, а также муниципальные методические службы в вашем лице. И особое внимание мы уделяем поддержке школ с низкими образовательными результатами, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Но при этом и как на уровне образовательной организации, так и на муниципальном уровне мы с вами должны осуществлять эффективное управление ресурсами, в том числе использовать различные возможности, которые нам дает сетевое взаимодействие образовательных организаций и сетевых партнеров. Сегодня в Республике Коми сформировалась единая система оценки качества образования. Она достаточно успешно функционирует и обеспечивает мониторинг образовательных достижений обучающихся на основе результатов оценочных процедур, обеспечивает также выявление профессиональных дефицитов педагогических работников, что происходит на основе результатов диагностики профессиональных компетенций. Многие педагоги в этом году, в 2020 году участвовали в диагностике профессиональных компетенций. У нас проводилась диагностика профессиональных компетенций педагогов, учителей математики, учителей физики, учителей химии. Проводила эту диагностику ФИОКа, Федеральный институт оценки качества образования. И также в рамках других проектов тоже диагностика профессиональных компетенций проводилась. Также единая система оценки качества школьного образования обеспечивает оперативное выявление и решение проблем системы образования. Причем это может выражаться и в разрезе предметов, в разрезе отдельных школ, и также в разрезе муниципалитетов.
А также единая система дает нам возможность получить полное представление о качестве образования, анализировать, учитывать влияние различных факторов на результаты работы школ. Мы сами знаем, что в систему оценочных процедур входят международные исследования качества образования. Вот на схеме они здесь обозначены, да, TIMSS, PISA, PIRLS и другие. А также итоговая государственная аттестация в форме ОГЭ и ЕГЭ и всероссийские проверочные работы. И эта система, как мы уже отметили, дополняется исследованием профессиональных компетенций педагогов. Итак, вернемся к региональной программе по совершенствованию механизмов управления качеством образования в Республике Коми на 2020-2023 годы. Необходимо отметить, что программа формировалась на основе методологии управленческого цикла и его основных компонентов. Да, цели и задачи, показатели, методы сбора информации. Далее проводится мониторинг и анализ его результатов, разрабатываются адресные рекомендации, принимаются меры управленческие решения, и этот управленческий цикл завершается анализом эффективности принятых мер. Региональная программа утверждена приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 14 мая 2020 года, номер 336/1. Уважаемые коллеги, нам хотелось бы узнать, знакомы ли вы с этим документом, с региональной программой по совершенствованию механизмов управления качеством образования в Республике Коми. В чате, пожалуйста, обозначьте плюс или минус, да или нет. Нина Станиславовна, видим ваш ответ, но не можем расшифровать. Так, Воркута знает. Так, Нина Станиславовна, да. Хорошо, Усть-Кулом в курсе. Усинск в курсе. Так, Ухта в курсе. Замечательно. А есть кто-то, кто еще пока с этой программой не знаком, не видел ее? До кого еще не дошла эта информация? Так, есть несколько минусов. Так, ну, коллеги, обязательно с этим документом вам необходимо познакомиться, поскольку это наш основной документ, на основе которого мы выстраиваем нашу работу в республике в целом. А программа включает в себя два раздела. Вот они здесь на слайде обозначены. Первый раздел – это механизмы управления качеством образовательных результатов. Включается сюда 5 подразделов. И второй раздел – это механизмы управления качеством образовательной деятельности. Тоже 5 разделов сюда включается. Каждая программа, подпрограмма основана на вот этом самом управленческом цикле, схему которого вы видите на слайде. На следующем слайде представлены ожидаемые результаты реализации программы, то есть по каждой подпрограмме самые основные результаты определены. Это комплексная, целостная, непротиворечивая система оценки качества подготовки обучающихся. Это совершенствование системы работы со школами с низкими результатами обучения, школами, функционирующими в благоприятных социальных условиях и так далее. На сегодняшний день мы уже можем говорить об определенных достижениях, которые демонстрирует, в частности, Институт развития образования через наши проекты. Проект «Эффективная школа», проект «Молодые педагоги». Сегодня уже сформировалась устоявшаяся такая система профессиональных конкурсов для педагогов различных категорий, руководителей образовательных организаций. Кстати, в числе мероприятий по реализации программы обозначены еще и несколько новых профессиональных конкурсов, которые в этом году мы тоже уже будем реализовывать. Приглашаю вас принять участие, да, и педагогов ваших образовательных организаций. Также созданы условия для участия обучающихся в различных олимпиадах и конкурсах федерального и республиканского уровней. Разрабатываются актуальные программы повышения квалификации для всех категорий педагогических работников и школьных управленческих команд. Сформирована система методического сопровождения непрерывного профессионального мастерства педагогов. Функционируют региональные инновационные площадки, республиканские методические объединения педагогов, сформирована и совершенствуется цифровая образовательная среда. Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 19 ноября 2020 года утвержден комплексный план действий по реализации региональной программы по совершенствованию механизмов управления качеством образования в Республике Коми на 2020-2023 годы. В комплексный план включено те же самые 9 подпрограмм и 41 основное мероприятие по реализации целей этих подпрограмм. В качестве соисполнителя выступает Коми Республиканский институт развития образования, Республиканский информационный центр оценки качества образования и региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки в Республике Коми, Академия юных талантов. На 2021 год
Запланировано по каждой подпрограмме проведение мониторингов, в которых обязательное участие будут принимать муниципальные образовательные организации, государственные образовательные организации. На основании результатов мониторингов будут разрабатываться адресные рекомендации. И далее планируется разработка и реализация комплекса мер и управленческих решений по итогам мониторинга. В 2020 году под руководством Федерального института оценки качества образования была проведена оценка муниципальных механизмов управления качеством образования. В этом процессе принимало участие 8 муниципальных образований. Вот на слайде вы видите, это Печора, это Ударский, Инта, Сыктывдинский, Сыктывкар, Усть-Куломский, Кайгородский, Книж-Погосский муниципальное образование. Цель этого мероприятия заключалась в выявлении степени сформированности и эффективности функционирования системы управления качеством образования в органах местного самоуправления в сфере образования. Среди задач данной оценки механизмов муниципальных следующие задачи. Это выявление проблемных зон в управлении качеством образования на муниципальном уровне для последующей организации деятельности по их совершенствованию. Это определение связи региональных и муниципальных систем управления качеством образования и выявление лучших муниципальных практик управления качеством образования для тиражирования опыта. В основе методики лежат те же самые 9 направлений, которые легли в основу разработки региональной программы управления механизмами качества образования. Критерии оценки, которые предъявила ФИОКа для оценки механизмов управления качеством образования на уровне муниципалитетов, они позволяют устанавливать согласованность муниципальных и региональных целей, определить стратегии развития муниципальных систем управления качеством образования, выявить муниципальные задачи, решение которых обеспечит реализацию поставленных целей, выявить конкретные показатели по каждому направлению, которые используются для контроля и реализации поставленных целей. Также с помощью этих критериев мы устанавливаем источники и способы получения информации при проведении мониторинга показателей. Критерии позволяют нам получить данные об образовательных тенденциях в каждом муниципальном образовании посредством проведенного анализа и получить данные об адресности работы с участниками образовательных отношений. По результатам анализа муниципальное образование набрали от 2% до 41% от максимального количества баллов. Результаты оценивания должны быть использованы муниципальными органами управления образованием для того, чтобы совершенствовать муниципальные механизмы управления качеством образования по всем этим 9 направлениям, для использования инфраструктуры и кадрового потенциала муниципальных систем образования, в том числе через организацию сетевого взаимодействия, и для распространения лучших практик управления качеством образования на муниципальном уровне и на уровне образовательной организации. Вот на данном слайде представлены все эти 9 основных направлений, по которым проводилась оценка. 54 субъекта Российской Федерации принимали участие в этом мероприятии. В каждом направлении было определено от 15 до 63 показателей, и муниципалитеты, вот те 8 муниципалитетов, которые принимали участие в исследовании, они набрали от 9 до 227 баллов из 555 возможных баллов. Ну, если говорить в целом о результате республики в исследовании среди 54 субъектов, то здесь надо сказать, что мы находимся приблизительно где-то в серединке. То есть не так много субъектов, которые набрали высшие баллы, не так много субъектов, которые набрали низшие баллы, но вот где-то вот в серединке мы с вами находимся. Методика осуществлялась таким образом, что по каждому вот из этих 9 направлений были представлены критерии по каждому из элементов управленческого механизма. Дальше мы об этом тоже поговорим. И по каждому из этих критериев необходимо было представить ссылки на документы, отражающие наличие этого критерия. Вот это было, наверное, самым сложным для тех муниципалитетов, которые принимали участие в исследовании. Коллеги, если кто-то из вас принимал участие в исследовании, пожалуйста, в чате отзовитесь. Были у нас муниципальные организаторы в каждом из 8 муниципалитетов. Так, в чате, пожалуйста, отзовитесь. Если кто-то из тех, кто принимал участие
в этом исследовании. И вот на данном слайде представлена итоговая таблица. Мы сами видим результаты по 8 муниципалитетам, но я намеренно не выставила сами муниципалитеты. Мы говорим об общих тенденциях. То есть вот наверху, да, муниципалитет, который набрал большое количество баллов по практически всем направлениям, внизу тот муниципалитет, который набрал наименьшее количество баллов по всем направлениям. И мы с вами видим, что наиболее высокие баллы мы получили по таким направлениям, как работа со школами с низкими результатами обучения. Это 1-2 направления, да, 67 баллов у нас самый высокий процент. И еще несколько муниципалитетов тоже набрали достаточно хорошее количество баллов. И также у нас на хорошем уровне это выявление, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, направление 1-3. Но обратите внимание на те направления, по которым работа у нас еще пока недостаточно хорошо реализована. Может быть, она, конечно, реализована в муниципалитетах на хорошем уровне, но не закреплена документально. То есть вот здесь, коллеги, самое главное нужно отметить то, что оценивалось именно наличие документов, наличие утвержденных документов по каждому критерию. И вот самые низкие баллы у нас получились по направлению 1.4. Это работа по самоопределению профессиональной ориентации обучающихся. 25% самый высокий балл. И по направлению 2.3 мониторинг качества дополнительного профессионального образования педагогических работников. 2.4 направления. 2.3, да, 24% самый высокий балл. То есть это вот те направления, над которыми нам с вами необходимо работать в наших муниципалитетах. И так, как мы уже сказали, методика включала в себя выставление, скажем так, документов по каждому из компонентов управленческого цикла. Первый компонент – это цели. Да, какие требования к целям предъявляются. Выдвижение целей предполагает определение стратегии развития системы управления качеством образования. Обоснование этих целей предполагает приведение убедительных аргументов или доводов, обусловленных нормами, предпосылками, установками, в соответствии с которыми необходимо принять конкретные практические действия. При этом основные требования к муниципальным целям, они должны соответствовать региональным целям, да, то есть соотноситься вот с теми целями, которые обозначены сейчас в нашей региональной программе управления механизмами качества образования, и быть обоснованными, быть измеряемыми. И вот здесь представлено в качестве примера из методики те критерии, по которым проводилась оценка. Наличие муниципальных целей, например, оценки качества подготовки обучающихся по достижению требуемого уровня образовательных результатов при освоении основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. И оценивается каждый уровень образования. Второй критерий – это соответствие муниципальных целей целям региональной системы оценки качества подготовки обучающихся по достижению требуемого уровня образовательных результатов. Тоже каждый уровень отдельно оценивается. А третий критерий – это обоснование заявленной цели или цели муниципалитета по достижению требуемого уровня образовательных результатов. Опять же, каждый уровень образования оценивается отдельно. И инструментальность, то есть возможность количественной оценки целей муниципалитета по достижению требуемого уровня образовательных результатов. То есть вот таким образом по каждому из этих критериев вы должны были, да, прикрепить документ, который отражает наличие этого критерия. Как правило, цели в большинстве муниципалитетов были обозначены в составе муниципальной программы развития образования. Да, очень хорошо, если она у вас есть на каком-то доступном ресурсе, в нее можно было заглянуть и можно было оценить. Не все муниципалитеты догадались, что нужно именно этот документ прикрепить, но тем не менее, поскольку вот я выступала в качестве одного из федеральных экспертов, который проводил итоговую оценку всех представленных муниципалитетами материалов, то я, где находила эту программу, отмечала, что да, действительно это есть. Следующий компонент, по которому у нас, видите, красным, да, обозначено, трудности возникли при заполнении этого показателя. Показатели методы сбора информации. В соответствии с поставленными целями для контроля их реализации определяются показатели, то есть количественные либо качественные оценки состояния той или иной системы управления качеством образования и методы сбора информации, то есть источники получения информации об этих показателях.
При этом, значит, оценке подлежало описанию методов сбора информации, и при осуществлении сбора первичной информации посредством информационных систем выставлялся высокий балл. Да? То есть, что не вручную мы это все обрабатываем, а у нас есть специализированная информационная система. И вот далее мы видим пример по одному из направлений этих самых критериев, да? Что здесь у нас обозначено. Ну, например, да? Показатели оценки: 2 балла соответствуют обоснованной цели, 1 балл не соответствует обоснованной цели. Это по направлению объективность и участие в... Нет, это по направлению развития способностей и талантов. Прошу прощения. И какие здесь показатели должны были бы быть представлены участниками исследования? По учету участников школьного муниципального этапа ВСОШ. Да, то есть должен быть какой-то документ, какой-то приказ, который устанавливает какую-то информационную систему, в которой все эти данные у вас фиксируются и собираются. По учету иных форм развития образовательных предметных учебных достижений школьников за исключением ВСОШ. По охвату обучающихся дополнительным образованием. Да, то есть тут действительно должна быть какая-то информационная система, в которой все эти данные отражаются, и должно быть описание этой системы. Каким образом вы эти данные собираете? По учету обучающихся участников региональных и всероссийских конкурсов, входящих в перечень значимых мероприятий по выявлению, поддержке, развитию способностей, талантов у детей и молодежи. Да, мы знаем, что есть федеральный перечень, есть наш республиканский перечень. По осуществлению межмуниципального сетевого взаимодействия по вопросу выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, в том числе с организациями высшего образования и профессиональными образовательными организациями. По учету педагогических работников, прошедших специализированную подготовку по направлению выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи и так далее. И вот какие требования к описанию методов сбора информации, да, что оценивалось. 3 балла при осуществлении сбора информации посредством информационных систем, 2 балла при осуществлении сбора информации как посредством информационных систем, так и с помощью традиционных форм, 1 балл осуществления сбора информации с помощью традиционных форм, 0 баллов отсутствие методов сбора информации. И какие виды сбора информации об учете участников школьного и иных этапов СОШ, иных форм развития образовательных достижений и так далее, об охвате обучающихся дополнительным образованием, об иных данных по направлению. То есть все это должно быть описано, да, каким образом, с помощью каких методов мы собираем информацию вот об этих самых показателях. И эти документы должны быть утверждены определенным образом. Да, то есть это может быть какой-то нормативный акт, приказ, утвержденный на уровне муниципалитета. Далее посмотрим следующий компонент управленческий. Это мониторинг. Тоже у нас обозначен красным. Да, тоже здесь небольшие баллы были получены участниками исследования. Для получения данных о состоянии той или иной системы управления качеством образования проводится мониторинг по установленным показателям. Он должен включать в себя сбор информации и ее обработку, систематизацию и хранение полученной информации. И оценке подлежит мониторинг каждой группы показателей. Вот пример здесь приведен. Например, проведение мониторинга показателей оценки ОМСО по взаимодействию с учреждениями и предприятиями, по учету обучающихся, получающих дополнительное образование в кружках, секциях профильной или предпрофильной направленности. Да, вот по профориентации как раз пример приведен. По учету обучающихся, охваченных профориентационной диагностикой, по учету обучающихся, изучающих учебные предметы на углубленном уровне или по профилю, по учету выпускников 11 класса, успешно преодолевших порог ЕГЭ по 3 и более предметам, необходимым для поступления в высшей образовательной организации и так далее. Да? То есть вот все эти показатели должны быть отражены в определенной мониторинговой системе. Да? И опять же, все это должно быть утверждено, все программы мониторинга должны быть утверждены каким-то документом и размещены либо на каких-то доступных ресурсах, да, например, на сайте управления образования, либо в закрытой какой-то системе, но при этом ссылку вы должны предоставить, и по этой ссылке эксперты должны иметь возможность ознакомиться с этим документом. Следующий управленческий блок – это анализ и адресные рекомендации. По результатам мониторинга осуществляется анализ полученной информации, при этом можно использовать статистические методы анализа результатов. Анализ результатов позволяет нам выявить и характеризовать особенности той или иной системы управления качеством образования с учетом специфики муниципалитета.
И отмечается, что оценке подлежит анализ результатов мониторинга по каждой группе показателей. А на основании результатов проведенного анализа разрабатываются адресные рекомендации. Оценке подлежат рекомендации по использованию успешных практик по направлению и адресные рекомендации по результатам проведенного анализа. Так, и вот здесь пример приведем. Это по объективности. Проводится анализ результатов мониторинга показателей по учету образовательных организаций, вошедших в список с признаками необъективности образовательных результатов, по контролю за соблюдением порядка проведения процедур оценки качества, по контролю за соблюдением порядка проведения олимпиад школьников, по подготовке педагогических работников по вопросам использования результатов оценочных процедур и так далее. Да? И вот внизу, смотрите, отмечено, что наличие рекомендаций по использованию успешных практик по направлению оценивается 1 балл, если эти рекомендации даны только для одной группы субъектов образовательного процесса, 2 балла для нескольких групп субъектов. И аналогично наличие адресных рекомендаций по результатам проведенного анализа. 1 балл для одной группы субъектов, 2 балла для нескольких групп субъектов. Например, для детей и для педагогов. Или для детей и для родителей. Следующий блок управленческий – это меры управленческие решения. Но вот здесь, как правило, достаточно высокие баллы муниципалитеты набирали. На основе результатов анализа данных, полученных в ходе проведения мониторинга, принимаются меры управленческие решения. То есть осуществляются конкретные действия, направленные на достижение поставленных целей с учетом выявленных проблемных областей. То есть смотрите, что у нас с вами получается. Цели у нас, как правило, обозначены у большинства, да? Мы видели, там зелененьким было обозначено цели. И меры управленческие решения мы принимаем для достижения поставленных целей. Но при этом у нас упускается очень важный управленческий блок. Это блок мониторинга, да, блок выявления проблем, анализа этих проблем, разработки адресных рекомендаций. То есть меры и управленческие решения, те мероприятия, которые мы с вами проводим, они должны осуществляться на основе мониторинга. А не так, что нам в голову взбредет, что мы захотим для того, чтобы, как нам кажется, достичь поставленных целей. То есть здесь очень важно, да, что оцениваются принятые меры, оцениваются проведенные мероприятия и принятые управленческие решения. Вот пример приведем для руководителей. Проведение профессиональных конкурсов для руководителей образовательных организаций, наличие программы по формированию резерва управленческих кадров, наличие программы по формированию школьных управленческих команд, наличие системы назначения руководителей, организация стажировочной деятельности для руководителей образовательных организаций по вопросам управления качеством образования и так далее. То есть, коллеги, обращаю ваше внимание, да, что все наши мероприятия, все наши принятые меры и управленческие решения, они должны соотноситься с результатами мониторинга. Нельзя упускать этот управленческий компонент для того, чтобы те меры, которые мы принимали, были действительно эффективными. И по итогам принятия мер и управленческих решений необходимо проводить анализ эффективности принятых мер, по результатам которого мы формируем уже опять новые цели, в соответствии с которыми определяем показатели, методы сбора информации, да, то есть у нас формируется новый управленческий цикл. И вот на этом этапе нашей деятельности мы проводим анализ эффективности мер, принятых за 3 года, предшествующих проведению оценки. В некоторых муниципалитетах были действительно представлены документы, в которых были проанализированы те меры, которые в течение нескольких лет были предприняты и обозначены действительно достигнутые результаты. Итак, уважаемые коллеги, вот таким образом проводилась оценка муниципальных механизмов управления качеством образования. И в рамках полученных результатов мы предлагаем вам осуществить следующие мероприятия. Мы вам направим методику, по которой проводился анализ управленческих механизмов, методика ФИОКа. Предлагаем вам провести самоанализ управленческих механизмов. Сейчас мы ее покажем вам. И ее можно будет в конце нашего семинара скачать. И Анжелика Васильевна вам, всем участникам нашей онлайн-школы методиста, направит. То есть вот она, видите, очень достаточно объемная, 24 страницы в себя включает по всем 9 направлениям и по всем компонентам управленческого цикла. В принципе, технология несложная. То есть по каждому из этих критериев обозначенных должен быть какой-то документ. Ну, может быть, какой-то комплексный документ, в котором зафиксировано у вас несколько критериев. Но эти документы должны быть.
и должны быть в электронном формате, да, так, чтобы вы могли ссылку на данный документ представить. Угу. Так, спасибо. Давайте вернемся к презентации. Также, если у вас каких-то нормативно-правовых документов недостаточно не хватает, да, вы анализ проведете, и эти документы необходимо будет, конечно же, разработать. И во многих случаях в соответствии с республиканской программой по развитию механизмов управления качеством образования необходимо будет актуализировать программы развития образования в муниципалитетах, да, для того, чтобы первый показатель, самый главный, который мы видели, который оценивается, это соответствие муниципальных целей региональным целям. Итак, коллеги, если у вас есть вопросы, мы готовы на них ответить. Методику мы вам направим, презентацию тоже вы сможете скачать. Если есть необходимость провести какие-то обучающие мероприятия, может быть, по каждому из направлений отдельно, мы запланировали эти мероприятия в рамках онлайн-школы методиста. Также у нас будут курсы повышения квалификации, в рамках которых мы тоже будем рассматривать отдельные аспекты. Коллеги, пожалуйста, предложения, вопросы можете в чате обозначить, либо во вкладочке «Вопросы». Коллеги, принимаете ли вы эти предложения, готовы ли вы к проведению такого серьезного самоанализа управленческих механизмов в своих муниципалитетах? Пожалуйста, в чате обозначьте степень своей готовности от 1 до 5 баллов. Степень готовности к проведению самоанализа и дальнейшей работы в рамках управленческого цикла. 5 баллов. Замечательно. Сыктывкар готов работать. Воркута готовы. 4 балла. Очень хорошо. Я думаю, что у вас, вот у Воркуты, как раз по этой методике должно быть все очень даже неплохо. Сегодня вы представляете еще свой опыт. Так, коллеги, другие муниципалитеты, пожалуйста, отзовитесь. Ну, по крайней мере, просто напишите, готовы или не готовы. Это сложно. Мы не хотим этого делать, мы не будем этого делать. Но делать придется делать всем. Поскольку предполагается, что вот данная методика, она будет реализовываться уже на республиканском уровне, возможно, начиная уже с этого года, либо в следующем году, да, поскольку методика апробирована, результаты достаточно объективные по данной методике получаются. Так, ну, остальные муниципалитеты пока еще обдумывают, но включаться в эту работу необходимо будет всем. Какой срок заполнения мониторинга большой? Да, конечно, срок, пока вы для себя срок устанавливаете самостоятельно. Мы пока никаких заданий не даем со сроками, пока только вот для вас ознакомиться с этой методикой, понять, что действительно эта работа должна быть проведена. Ну, чем быстрее, тем лучше. В прошлом году эта работа проводилась в июле. Заполняли у нас муниципалитеты мониторинговые формы. То есть вот буквально по каждому показателю там были окошечки для того, чтобы можно было вставить ссылку на документ соответствующий. Объем, да, действительно очень большой объем, но тем не менее это как раз в полной мере отражает все направления нашей с вами работы. Так, коллеги, еще вопросы какие-то, может быть, есть? Ну, если вдруг вопросы будут появляться, вы можете их направлять непосредственно Анжелике Васильевне. В течение нашего семинара можно их также писать во вкладочку «Вопросы». Ну и далее мы продолжаем программу нашего семинара. Передаю слово Анжелике Васильевне. Да, конечно, в июле все в отпусках. Об этом тоже мы говорили с организаторами федеральными, но, тем не менее, сроки в 2020 году нам никто не поменял. Ну, возможно, прислушаются и сдвинут сроки в этом году. Никто не думает, что это будет именно более поздний срок. Возможно, это будет более ранний срок. Пока еще не ушли в отпуск. Вдруг в мае скажут, надо проводить. Поэтому мы должны быть к этому готовы. Да, и методику, конечно, надо вам всем взять за основу своей работы, ее внимательно изучить и проанализировать наличие документов по каждому критерию. Спасибо.
Спасибо, Марина Анатольевна. По-моему, очень хороший, доступный, понятный материал, хорошая презентация. Уважаемые коллеги, мы убедительно вас просим рассмотреть еще раз на рабочем совещании при участии начальников управления образования, заместителей начальников управлений, руководителей муниципальных методических служб, отделов общего образования, методических кабинетов, посмотреть каждый слайд, посмотреть тот самоанализ и все-таки посмотреть на свою работу со стороны. Да, еще, может быть, я скажу о том, что все результаты по каждому муниципалитету из 8, которые принимали участие, у нас есть, и по официальному запросу мы вам можем их направить, если вдруг от оператора вы их не получили. Спасибо. Ну и следующее я передаю слово Наталье Валерьевне Эмих. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно ли нас? Да, вас слышно. Мы вас приветствуем, Наталья Валерьевна. Мы также вас приветствуем. Рядом со мной сегодня находится директор Воркутинского дома учителя Ольга Александровна Деревягина и методист отдела методического сопровождения дошкольного образования Чижикова Елена Игоревна. И также приветствует всех участников сегодняшнего республиканского семинара. Уважаемые коллеги, муниципальная система методического сопровождения дошкольного образования в Воркуты в условиях реализации в ГОС выдвигает на первое место перенастройку педагогического сознания, поиск эффективных технологических подходов и форм работы, соответствующих требованиям, предъявляемым сегодня к организации образовательного пространства. Основные направления деятельности муниципальной методической службы и методическая работа во всех дошкольных учреждениях подчинены реализации единой методической темы обновления содержания и технологий образования как фактор достижения новых образовательных результатов и реализации плана мероприятий исполнения резолюции форума педагогического актива «Надежной школе надежного учителя». Ежегодный сентябрьский форум педагогического актива – это отправная точка для проектирования на учебный год организационных, методических и конкурсных городских мероприятий, для планирования шагов по совершенствованию основных направлений развития муниципальной системы образования. Решения форума утверждаются приказом начальника управления образования. По реализации мероприятий форума проводится мониторинг. На обсуждение выносятся ключевые позиции государственной политики в области образования. Педагогическим сообществом рассматриваются задачи, которые ставятся перед системой, и осуществляется коллективный поиск механизмов достижения оптимальных результатов. Выбор единой методической темы для нас очевиден. Сегодня важно применение на практике всеми педагогическими работниками идеологических принципов стандарта, использование в организации образовательного процесса современных технологий, обеспечивающих качество психолого-педагогических условий реализации образовательных программ и стабильно высокие результаты в достижении целевых ориентиров дошкольного образования. Кроме этого, важен учет приоритетов государственной политики в сфере образования, провозглашаемых в основных стратегических документах, концепциях, стратегиях, федеральных и региональных проектах и программах нацпроекта образования. В план реализации единой методической темы ежегодно вносятся методические мероприятия, направленные на повышение профессиональных компетенций педагогов в вопросах реализации стандарта, внедрение педагогических моделей, обеспечивающих высокий уровень развития дошкольников, в том числе в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка», создание единого образовательного пространства «Детский сад. Семья» в рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей», создание и обогащение развивающей предметно-пространственной среды как средство реализации стандарта, концепции экологического и математического образования и проекта «Цифровая образовательная среда». Ежегодно по итогам учебного года проводится анализ методической работы дошкольных учреждений и муниципальной методической службы. Основные направления аналитической деятельности, которые вы видите сейчас на слайде, это отражение основных организационно-управленческих задач по развитию муниципальной системы дошкольного образования и, соответственно, основные векторы методического сопровождения деятельности образовательных учреждений.
Специалистами нашего отдела сопровождается методическая работа 20 дошкольных образовательных учреждений и 4 общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования. Обучающие, инструктивные, информационные, конкурсные педагогические мероприятия нацелены на повышение профессиональных знаний педагогов, на решение задач, которые вы сейчас видите на слайде, среди которых своевременное информирование об основных направлениях развития в области образования, оказание методической поддержки в инновационной деятельности, в подготовке педагогических работников к аттестации, выявление, изучение, обобщение и оценка результативности педагогического опыта. Ежегодно в плане работы Управления образования Воркутинского дома учителя утверждается проведение системных организационно-массовых мероприятий, направленных на формирование профессиональных компетентностей педагогов и повышение престижа профессии. Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» проводится в Воркуте уже в 20-й раз. В этом году в составе участников 24 педагога из 20 образовательных учреждений. Победители муниципального конкурса в основной номинации и в номинации «Педагогический дебют» представят Воркуту на республиканском этапе. Как и победители ежегодного муниципального конкурса «Лучший детский сад года» становятся участниками аналогичного республиканского конкурса. Уже 4-жды проведен познавательно-игровой марафон «Детский мир. Современное образовательное пространство», нацеленный на демонстрацию широкой общественности достижений воркутинских детских садов в оснащении образовательного пространства. Ежегодно направленность марафона меняется. Так, в 2017 году это интерактивное и компьютерное оборудование, в 2019 оборудование для конструирования и робототехники, в 2020 оборудование для сюжетно-ролевой игры, ознакомление с миром профессий. В 2021 это современное оборудование для физического развития и здоровья сбережения. Тема ежегодного смотра конкурса «Современная дошкольная группа» также определяется в зависимости от приоритетных задач, поставленных в конкретном учебном году. Смотр-конкурс проводится заочно по 3 номинациям в формате видеоэкскурсии по группе с 2015 года и пользуется популярностью среди педагогов. Городские педагогические чтения в этом году 18-е по счету. Это профессиональная площадка изучения, обсуждения, обобщения и трансляции успешного педагогического опыта. В рамках чтений в 4-й раз в этом году мы проведем фестиваль педагогических идей «Стандартизация дошкольного образования. Шаг к успеху», который отличается практической направленностью. Чтение – это представление и публикация статей, а фестиваль педагогических идей – это публичная демонстрация педагогических приемов в форме открытых занятий с детьми, мастер-классов с педагогами. Еще одно ежегодное методическое мероприятие – это творческий фестиваль «Город мастеров», где организуется от 15 до 20 мастер-классов для жителей города по использованию современных техник декоративно-прикладного искусства, пункт буккроссинга и ярмарка изделий, выполненных своими руками. Средства, вырученные на ярмарке направляются на оказание помощи нуждающемуся воркутинскому ребенку. Мастерами здесь выступают и педагоги детских садов, и родители воспитанников. Кроме представленных мероприятий, организуется муниципальный этап республиканских конкурсов «Педагог-психолог», «Учитель-дефектолог», «Пси-перспектива», «Лучший проект работы с детьми с ОВЗ» и другие. Одним из направлений организационно-методического сопровождения деятельности образовательных учреждений является сопровождение муниципальных мероприятий для детей дошкольного возраста, направленных на поддержку талантливых детей и обновление содержания дошкольного образования. Это муниципальный фестиваль «Моя дорогая Коми-Земля» по 3 конкурсным направлениям. Спартакиада среди детей старшего дошкольного возраста «Я будущий чемпион» по 6 видам спорта. Муниципальный творческий конкурс «Воркутинские звездочки», фестиваль проектных исследовательских работ «Я исследователь», конкурс по ранней профориентации «Профи-Кидс», конкурс робототехнической направленности «Икоренок», конкурсы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек», «Радужная зебра» и другие. Причем направленность конкурсов среди воспитанников, которые мы также рассматриваем с точки зрения демонстрации профессионализма педагогов и результативности педагогических воздействий, обновляется, расширяется в соответствии с актуальными задачами.
К организации и проведению городских мероприятий среди педагогов, и среди дошкольников подключаются структурные элементы муниципальной методической службы. Представляем вашему вниманию основные из них. Школа молодого педагога. Ежегодно организуется приказом начальника управления образования для оказания адресной, практической и методической помощи молодым специалистам со стажем профессиональной деятельности до 1 года. В программе школы 8 ежемесячных комплексных двухчасовых занятий, которые проводятся старшими воспитателями и педагогами, имеющими определенные достижения в профессиональной деятельности, победители, лауреаты профессиональных конкурсов, руководители инновационной деятельности, методических объединений педагогов. Занятия организуются на базе стажировочных площадок, муниципальных ресурсных центров, опорных учреждений. По итогам работы проводится анкетирование слушателей и намечаются пути совершенствования работы школы. В начале учебного года утверждаются городские методические объединения педагогов. В 2020-2021 учебном году сформировано 14 профессиональных сообществ, заявлено к участию в их работе 470 педагогических работников. Специфика работы воспитателя, многозадачность, разноплановость профессиональной деятельности являются основанием для объединения педагогов не только по должностям: музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, педагоги, психологи, учителя, логопеды, но и по направлениям развития детей, по приоритетам развития системы. Так, в муниципальной методической службе работают объединения педагогов по проблемам духовно-нравственное и патриотическое воспитание, современные модели художественно-эстетического развития, организация специальных образовательных условий для детей с ОВЗ, профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, организация исследовательской деятельности и формирование основ экологической культуры, развитие основ технического моделирования, инженерного мышления, экономическое воспитание, профессиональное развитие педагогов в условиях цифровизации образования. Итогом консолидированных усилий членов метод-объединений становятся методические продукты, программы сопровождения, профилактики, коррекции недостатков развития, методические рекомендации, разработки, сборники методических и практических материалов, развивающих игр и детских проектов, демонстрационные фильмы. В числе разработанных методических продуктов программа «Мастерство коммуникации» Галины Викторовны Лимонцевой, педагога-психолога детского сада номер 35, ставшая абсолютным победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Пси-перспектива». По итогам участия во всероссийском конкурсе программа также признана победителем, и ей присвоен гриф «Рекомендован Общероссийской общественной организацией Федерация психологов образования России для реализации в образовательных организациях и центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Каждое методическое объединение педагогов работает по годовому плану, составленному с учетом решений форума «Надежной школе надежного учителя» и в рамках реализации единой методической темы. Приведем пример. В решении форума педагогического актива были вынесены вот такие задачи: о повышении практической значимости мероприятий по правилам дорожного движения, об активном привлечении родителей и воспитанников к профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, о повышении качества информирования и просвещения взрослых и детей. Работая в обозначенном проблемном поле, участниками методического объединения педагогов, ответственных в учреждении за обучение детей правилам дорожного движения, при организационно-методическом сопровождении муниципальной методической службы и при поддержке отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения создан образовательный интернет-ресурс «Безопасный мир детства. Дорожные истории» для пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. На страницах разделов сайта размещены сюжетно-ролевые игры, видеоролики, консультации, игры от педагогов и уроки безопасности от инспектора ГИБДД, викторины, обучающие мультфильмы и многое другое. Разработаны и также размещены на сайте обучающие занятия, эксперименты с воспитанниками, где основная задача – обновление подходов к организации профилактической работы, практикоориентированный, деятельностный характер занятий с детьми.
Методические продукты деятельности ГМО активно используются образовательными учреждениями, размещаются для свободного скачивания на сайте Воркутинского дома учителя и в виртуальном методическом кабинете. Аннотации на их содержание и рекомендации по их использованию направляются от муниципальной методической службы руководителям дошкольных организаций. Приведем пример. Одним из проблемных аспектов, обсуждаемых на форуме педагогического актива, стал вопрос о профессиональной компетентности современного воспитателя в условиях реализации в ГОС и профстандарта педагог. К решению этой проблемы активно подключились педагоги-психологи и разработали сборник практических материалов по формированию педагогической рефлексии, разрешению конфликтных ситуаций и управлению стрессом, мастерство коммуникации и личный успех педагогов. Команда педагогов-психологов провела серии практикумов на коллективах всех дошкольных учреждений города. Упражнения из сборника широко используются сегодня в учреждениях в рамках методических мероприятий, а также включены в программу занятий школы молодого педагога. По решению форума 2020 года в городском методобъединении педагогов-психологов разработан новый практикум по развитию коммуникативных компетенций воспитателей. В условиях ограничений по проведению мероприятий по материалам форума смонтирован фильм, который уже используется в педагогических коллективах в этом учебном году. Относительно недавно в Воркуте работает методическая школа по подготовке педагогов к работе с детьми до 1 года. В рамках федерального закона об образовании в Российской Федерации нацпроекта образования обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 1 года стало одним из направлений профессионального поиска инновационных решений для воркутинской системы образования. В 2018 году в рамках плана мероприятий резолюции 2-го форума реализована идея открытия методической школы для обеспечения психологической и методической готовности педагогов к работе с детьми с самого раннего возраста. Учениками школы вот уже 3-й год становятся преимущественно члены городского методобъединения воспитателей групп детей раннего возраста. В качестве преподавателей выступают специалисты управления образования, дома учителя, руководители, старшие воспитатели и специалисты детских садов, медицинские работники Воркутинского родильного дома и Воркутинской детской больницы. В настоящее время детские сады Воркуты пока не практикуют прием воспитанников младенческого возраста по причине отсутствия подобного запроса от населения города. И поэтому практическая апробация получаемых в методической школе знаний была затруднена. Для решения этой задачи, а также для развития сети вариативных форм дошкольного образования в 2019 году открыт адаптационный центр для матерей и детей от 6 месяцев «Умка 0+.» В центре оказывается методическая консультативная помощь родителям и проводятся комплексные игровые тематические занятия. В период самоизоляции проведение очных занятий с мамами и малышами прекратилось, но это обстоятельство позволило создать уникальную коллекцию видеофильмов по актуальным вопросам развития младенцев. Все материалы адаптационного центра размещены на официальном сайте детского сада номер 21, работающего в статусе муниципальной инновационной площадки. Инновационные площадки – это еще один элемент структуры муниципальной методической службы. Площадки определяются приказом начальника управления образования, реализуют программы инновационной деятельности, разработанные с учетом единой методической темы, решений форума и своего направления инновационного поиска. На слайде размещены основные механизмы повышения качества в инновационном режиме, среди которых система оценки качества дошкольного образования, апробация инновационных образовательных программ, внедрение эффективных современных образовательных технологий реализации стандарта. В 2020-2021 учебном году статус муниципальных инновационных площадок имеет 17 образовательных учреждений, реализуются 23 инновационные программы. 6 учреждений являются федеральными сетевыми площадками. Инновационная деятельность сопровождается организационно и методически. Программы в целом и отдельные векторы развития, и возможности сетевого взаимодействия площадок, и продукты инновационной деятельности обсуждаются, проектируются, а результаты активно используются в муниципалитете для достижения целей государственной политики. Приведем несколько примеров. В рамках реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» инновационными учреждениями созданы ресурсы просвещения родителей в сети интернет.
интерактивный консультационный центр для родителей и детей с расстройством аутистического спектра сайт «Рассвет», интерактивный консультационный центр для родителей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья «Про особое детство», интерактивный консультационный центр для родителей, имеющих детей, нуждающихся в социолингвистической адаптации, информационно-образовательный портал «Полисад». В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» информационно-образовательный портал «Проектория» для самых маленьких, предназначенный для развития детей дошкольного возраста, просвещения родителей и методической поддержки педагогов по вопросам социально-коммуникативного развития дошкольников посредством знакомства их с миром профессий. В рамках проекта «Социальная активность» на базе муниципальных ресурсных центров по гражданско-патриотическому воспитанию организована деятельность волонтерского движения «Мы вместе» и воркутинское патриотическое движение дошкольников «Маячок». В направлении развития системы оценки качества дошкольного образования коллектив детского сада номер 54 муниципального опорного учреждения по обновлению содержания образования принял участие в апробации концепции мониторинга качества дошкольного образования в Республике Коми. Успешно реализован первый этап в целях экспериментальной проверки эффективности механизмов и процедур МКДО, валидности и надежности измерительных материалов инструментария, а также формирование научно-методической основы создания региональной системы оценки качества дошкольного образования. В направлении развития профессиональных компетенций работников дошкольного образования муниципальные пилотные площадки по развитию профкомпетенций педагогов, детские сады номер 33 и 42 при активном сопровождении муниципальной методической службы провели практикумы для старших воспитателей, профиль компетенций педагогов ДОУ, создали электронные сборники развернутых конспектов, методических мероприятий, вспомогательных материалов, видео, презентации, таблицы, графики, диагностические инструментарий, карты проведения педагогического наблюдения, анализа педагогических мероприятий для использования в практической деятельности старших воспитателей. С 1 февраля стартовал онлайн-фестиваль «Инновационное дошкольное образование Воркуты», где представлены результаты работы площадок. Сейчас проходит заочный этап «Выставка инноваций» с размещением материалов на официальных сайтах учреждений, а на следующей неделе очный этап в форме онлайн-конференции «Лучшие инновационные решения и практики». Реализация стандарта дошкольного образования – это центральное направление методического сопровождения образовательных учреждений в повышении профессиональной компетентности педагогов, обеспечении методическими и программными ресурсами, диссеминации передового опыта по реализации стандарта. На слайдах представлены отдельные показатели эффективности проводимой работы по итогам прошлого учебного года. Озвучим лишь некоторые. 58% педагогов транслировали опыт работы в рамках 45 муниципальных профессиональных мероприятий, в том числе в рамках 26 мероприятий реализации единой методической темы. На региональном уровне 88 педагогов представили практику реализации в ГОС в рамках 49 профессиональных мероприятий, 83 педагога в рамках 20 конкурсных мероприятий. На федеральном уровне 149 педагогических работников транслировали практику реализации в ГОС в рамках 175 профессиональных мероприятий, 200 педагогов в рамках 182 конкурсных мероприятий. Доля педагогов, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства на всех уровнях, составила 58% от общей численности, 327 человек. Из них стали победителями и призерами конкурсных мероприятий различного уровня 220 человек, 67% от числа участников. Профессиональное сообщество Воркуты гордится победами специалистов дошкольных учреждений во многих значимых конкурсных мероприятиях Республики 2020 года. Это и педагог-психолог России, воспитатель года России, воспитатели России, ПСИ-перспектива, лучшая инклюзивная школа России, учитель-дефектолог России, первые шаги. В грантовом конкурсе на реализацию проекта «Центр консультативной помощи родителям детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями» и многие другие международные и всероссийские конкурсы.
В прошлом учебном году 267 человек, 48% от общей численности педагогических работников, прошли обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации. В первую очередь это программы по вопросам реализации в ГОС дошкольного образования, а также инклюзивное образование, специфика обучения основам финансовой грамотности, образовательной робототехники, применение информационных технологий. Суммарно 542 собственных методических продукта разработаны и представлены общественности на различных уровнях распространения опыта. 159 статей опубликовано 120 педагогами в печатных изданиях, в сборниках по итогам мероприятий, на профессиональных порталах в сети интернет. В муниципальной методической службе проводится мониторинг реализации в ГОС, кадрового, программного, ресурсного обеспечения, достижений педагогов, анализ методической работы с определением проблемных аспектов, намечаются пути решения проблем, определяются механизмы совершенствования методической работы и основные методические мероприятия для рассмотрения и принятия профессиональным сообществом на очередном сентябрьском форуме педагогического актива. Уважаемые коллеги, в ограниченных рамках сегодняшнего выступления мы не можем раскрыть особенности деятельности каждого структурного элемента методической службы и особенности проведения каждого методического мероприятия. Отметим лишь, что информация обо всех городских мероприятиях с утвержденными положениями, описанием событий и с результатами публикуется на официальном сайте Воркутинского дома учителя. Планы работы структурных элементов муниципальной методической службы, отчеты об их деятельности, методические продукты размещаются на платформе виртуального методического кабинета. Подробный анализ методической работы по итогам учебного года содержится в Вестнике образования и транслируется в рамках августовского совещания руководителей образовательных учреждений. Мы надеемся, что представленный сегодня наш материал и опыт вызовет ваш профессиональный интерес и готовы ответить на ваши вопросы. Спасибо большое, Наталья Валерьевна, за тоже столь такой полный, я считаю, что очень даже такой интересный материал. Уважаемые коллеги, обязательно в Воркутинский дом учителя мы также привлекаем к нашим курсам повышения квалификации, и уже там мы услышим еще более конкретно вот работу по каждому направлению именно Воркутинского дома учителя. Большое вам спасибо, я очень рада с вами сотрудничать, очень много, и я сама как методист у вас тоже учусь, и я думаю, что наши коллеги из других муниципалитетов тоже получают от вас буквально ежемесячно полезную информацию. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, а следующий я передаю слово Елене Владимировне Шарафетдиновой, заместителю начальника информационно-методического отдела Управления образования МОГО Усинск. Здравствуйте, Елена Владимировна, очень рада вас видеть. Здравствуйте, уважаемые коллеги, Анжелика Васильевна, спасибо за приглашение принять участие в сегодняшней онлайн-школе. Ну и буквально несколько слов о том, как мы проводим городские предметные недели. Согласитесь, коллеги, что неотъемлемая часть нашей методической работы – это организация обобщения и трансляции педагогического опыта. Мы долго думали над тем, как сделать так, чтобы формы обобщения, распространения опыта педагогов были, ну, наверное, эффективными для тех, кто перенимает опыт, и продуктивными для тех, кто опыт представляет. И сошлись во мнении, что это должны быть практикоориентированные формы. В прошлом учебном году нами была разработана и утверждена новая структура методической работы, которая предусматривает организацию и проведение городских предметных недель, в рамках которых педагогам предоставляется возможность дать открытое занятие или урок, провести мастер-класс, практикум и прочее, представить свой опыт на муниципальном уровне. Календарь предметных недель на весь учебный год утверждается приказом об организации методической работы в начале учебного года.
Далее алгоритм работы следующий. Мы направляем письмо-запрос в школы о наполнении недели, организационный приказ, который утверждает план проведения предметной недели, который формируется за месяц до, на основании поступивших от педагогов предложений. Затем непосредственно сами мероприятия, ну и итоговый приказ, где методистам, который курирует тот или иной предмет, дается анализ проведения мероприятий. В прошлом учебном году в рамках предметных недель начальных классов математики, информатики, технологии, иностранного языка, географии, химии, русского языка и литературы, предметов этнокультурной направленности было проведено 89 открытых мероприятий. На открытые мероприятия приглашались учителя из городских и близлежащих сельских школ. Открытый урок или мероприятие, или мастер-класс в рамках предметной недели никак не оценивается. Открытый урок мы воспринимаем как один из способов профессионального развития и демонстрации педагогического мастерства. Для нас, по крайней мере, в этом случае это не способ проконтролировать деятельность учителя или желание его дополнительно нагрузить или озадачить. Дать или не дать открытый урок, мастер-класс и прочее – это сугубо желание педагога. Но в связи с введением режима повышенной готовности, к сожалению, не были проведены запланированные предметные недели истории и обществознания, биологии, физики и ОБЖ. В прошлом учебном году это был первый опыт. В этом учебном году мы не отказались от такого формата взаимодействия с педагогами, но с учетом сделанных выводов пересмотрели подход. Так, например, в этом году предметные недели мы проводим не по предметам, а в рамках предметных областей. В рамках единой методической темы формирования функциональной грамотности учащихся. Уроки, мероприятия, представление опыта учителей начальных классов было решено включить в планы учителей-предметников, так скажем, не терять преемственность. Из-за ограничительных мероприятий, направленных на недопущение распространения коронавируса, пересмотрен формат проведения мероприятий в рамках предметных недель. Используя дистанционные технологии, городской уровень перерос в муниципальный, так как к проведению мероприятий активно подключились педагоги не только городских, но и из сельских школ. Все открытые уроки, тематические мероприятия, мастер-классы проводятся учителями либо онлайн, либо офлайн. Методические материалы, чаще всего это видеозапись урока или мероприятия, методические разработки, технологические карты и прочие дидактические материалы размещаются на официальном сайте школы. В организационном приказе указываются ссылки на размещенные материалы. Педагоги из других школ могут и прочитать, и посмотреть, оценить, одним словом, перенять опыт коллег. Помимо открытых уроков, внеурочных мероприятий, мастер-классов педагогов, в рамках предметных недель проводятся мониторинги предметных достижений, творческие интеллектуальные конкурсы, игры для учащихся. Все мероприятия, проведенные, освещаются на официальных сайтах школ и в официальных группах школ в социальной сети. Педагоги удовлетворены тем, что во время ограничительных мероприятий сохранялась и сохраняется возможность продолжать взаимодействие, пусть и в дистанционном режиме, но продолжать общаться с коллегами, осваивать новые форматы образовательной деятельности. Конечно же, предоставлять сообществу свой накопленный педагогический опыт. В перспективе нам бы хотелось, конечно, издавать сборник методических разработок по окончанию каждой предметной недели. Они у нас, конечно, богатые. Каждая предметная неделя, она богата. Так называемые уроки педагогического мастерства. Предоставлять возможность педагогам публиковаться на муниципальном уровне. Ну, конечно же, организация предметных недель – это лишь одно направление, в рамках которого педагоги могут представить свой опыт. В течение учебного года успешно функционируют и муниципально-опорно-методические площадки, созданные на базе 7 детских садов, сетевое сообщество «Опорная школа», школа наставников и прочее, которые являются местом диссеминации передового педагогического опыта образовательной организации и предоставляют возможность педагогам представить себя на муниципальном уровне. Вот так коротенько, но тема узкая. Спасибо за внимание.
Спасибо большое, Елена Владимировна. Очень приятно мне тоже видеть вас. Тоже коллеги с управления образования УСИНСК всегда активно участвуют в наших мероприятиях. Большое вам спасибо. Мы тоже будем вас привлекать на курсы повышения квалификации. Могу уже на сегодняшний день сказать, что я сверстала программу курсов повышения квалификации, и вы там тоже есть. Мы об этом поговорим позже. Спасибо за доверие. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я очень надеюсь, что та информация, которую мы сегодня вам представили, оказалась вам полезной. Обязательно понадобится в вашей работе, то есть первое выступление Марины Анатольевны, это вы можете посмотреть со стороны на свою работу, может быть, подкорректировать что-то, может увидеть по самоанализу, что вы делаете все правильно и идете в правильном направлении. Два выступления наших муниципалитетов – это прекрасный опыт работы, который тоже можно себе взять, использовать. Я знаю, что вы тоже проводите данную работу и, возможно, будете проводить ее еще лучше. Все дальнейшие онлайн-школы, также курсы повышения квалификации я постаралась, то есть тематику взять ту, которая вам необходима. То есть именно на первых курсах квалификации, которые, скорее всего, начнутся уже в конце февраля, мы с вами посмотрим анализ планирования работы, то есть вплоть до того, что разработка МСОКа, как она происходит, на что обратить внимание, тоже будет это все сопряжено с практикой. Второй модуль – это именно направление методической работы. Пока не все взяли мы несколько направлений. Это в общем методическая работа, это инновационная, это профориентационная, это подготовка методическая, организационно-методическое сопровождение педагогов по подготовке государственной итоговой аттестации. Ну и третий модуль, он будет посвящен современному уроку. Я очень надеюсь, что к нам присоединятся наши коллеги Санкт-Петербург. И почему взяли данный именно блок, именно модуль? Потому что даже вы, наверное, как методисты, вы видите, что когда мы с вами проводим учитель года, либо мы приходим на уроки наших коллег, очень часто не знают наши педагоги, как правильно делать самоанализ урока. Поэтому в данном модуле мы с вами увидим, что такое урок, что такое современный урок, вообще к чему мы должны стремиться, да, что такое качественный урок. Это не всегда бантики, да, которые мы с вами показываем на каких-то конкурсах, а мы должны понимать, что урок он должен быть качественным и всегда должен быть направлен на качество знаний наших учеников. Ну что, скоро вы получите письмо о проведении данных курсов. Я очень надеюсь, что вы присоединитесь. Сегодня с нами было более 30 человек, жалко. Помню, что по мониторингу, ну если посмотреть вместе, да, в скопе, эксперты, специалисты, методисты, инспекторы, вы по-разному называетесь, те, которые курируют методическую службу, это было 120 человек. Хотелось бы все-таки, чтобы мы дальше с вами вместе учились. Еще раз обращаюсь к вам, если хотите еще что-то увидеть в рамках онлайн-школы методиста, в рамках курсов повышения квалификации методистов, всех тех, кто курирует методическую работу в муниципалитетах, пожалуйста, пишите вопросы. Мы будем готовить материалы именно по тому запросу, который вам нужен. Еще раз благодарю вас всех за участие. До новых встреч!